Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о пожароопасной обстановке в республике. Доброе утро. Сегодня по данным оперативного штаба по республике действует 50 пожаров. Тушится из них 26, локализовано 11, ликвидировано 15. Вновь обнаружен один пожар. На этих пожарах работает 2230 человек, 287 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории работали воздушные судна. Количество 9 единиц. И также была организована работа по сливу воды. Работа по тушению лесных пожаров продолжается в 12 районах. И сегодня по итогам работы мониторинга будут также сниматься часть пожаров, которых мы считаем ликвидированными. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний час не отмечается. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Общегородская уборка территорий может пройти в августе в Якутске. Такое поручение дал глава Якутии в ходе осмотра благоустройства дворовых территорий. Якутяне стали абсолютными чемпионами России по масс-рестлингу. Циклон Самурской области выйдет на южную часть республики. Вместе с ним на юге пройдут дожди, местами сильные. Расскажем об этом подробнее. Заготовки для обновления вакцины против COVID-19 создали в Российской Федерации. Центр имени Гамалеи сделал заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник Ви». Между тем, сейчас «Спутник» вполне защищает от тех штаммов, которые появились в последнее время. Напомню, «Спутник Ви» был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ. В эти дни в Якутске проходит 6-й форум молодых педагогов «Долина-2028». Мероприятие стартовало накануне и собрало 46 педагогов из более чем 20 районов республики. В рамках форума прошли мастер-классы, форсайт-сессии, лекции и панельная дискуссия. Экспертное сообщество представили педагоги Приморского и Магаданского края, а также министр образования республики Михаил Сивцев. При этом форум прошел в гибридном формате, как онлайн, так и офлайн, с соблюдением всех санитарных норм. В течение 2 рабочих дней, 21 и 22 августа, мы должны разработать, получается, механизмы работы с молодыми педагогами, дорожную карту и механизмы достижения, получается, таких целей, как внедрение цифрового образования в Республике Саха-Якутия. Общегородская уборка территории может пройти в Якутске в августе-сентябре. Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев мэру города Евгению Григорьеву в ходе осмотра благоустройства дворовых территорий. Как отметил руководитель региона, в столице стало много несанкционированных маленьких свалок, строительного мусора на улицах и есть определенная неухоженность. Между тем, проект якутян по борьбе с пластиковыми отходами претендует на премию National Geographic Россия в рамках акции «Я берегу планету». Проект «Ксенос» основали 3 жителей Якутска. Они изучают биоразложение пластиковых отходов с помощью насекомых. Для этого специалисты разработали метод массового культивирования насекомых-пластикоедов, исследовали биохимический состав личинок и их продуктов метаболизма. По заявлению исследователей, одна из важных задач изучения
скопления бактерий в кишечнике, так как процесс биоразложения пластиковых отходов напрямую зависит от бактерий. Проект номинирован в категории «Реальное действие», где представлены люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии. А вот Арсену Варданяну, члену организации «Гюмри. Наш дом», пришла идея необычного способа утилизации пластика 8 лет назад. Сейчас маленькое хобби превратилось в настоящее активистское движение. О том, как из обыкновенных пластиковых крышек сделать арт-объект, смотрите в нашем сюжете. Начиная с 2013 года мы собираем крышки, разбросанные по разным местам. И так как они разноцветные, разбросанные повсюду, то напоминают каким-то образом о замусоренной окружающей среде. Мы решили, что так как крышки разноцветные, красивые, то станем их собирать и создавать из них мозаику. И идея так разрослась, что теперь наши мозаики созданы из всего собранного 500 000 крышек. Процесс создания необычных, а главное экологичных арт-объектов довольно кропотливый. Сначала авторы мозаик собирают черновик планируемой картины. Далее чистят и сортируют необходимые крышки по цветам. Затем на отдельном панно рисуют узор и приклеивают все детали. По словам Арсена, в работу вовлечены все, и взрослые, и дети. Это помогает занять молодежь интересным и полезным делом, а также очистить город от пластика. Не имеет значения, это делает ребенок или взрослый. Очень часто приходят люди, получают удовольствие, берут пример, и это легко. Только техническая часть остается за взрослыми. Есть необходимость зафиксировать все, а также нарезать, продырявить элементы. На создание одной картины уходит до 3 месяцев. Самое важное, по словам Арсена, почувствовать природу пластика. Тогда дело пойдет быстрее. Общаясь с пластиком, много чего почувствовал. Он не любит света, солнца, в иных случаях он вынослив. В наших условиях он выдерживает холод, ветер, дождь. Пластиковые мозаики давно украшают разные уголки мира. Например, их можно встретить в США и Испании. Теперь художник решил оставить творческий след и на родине. Арсен мечтает превратить армянское село Амаси в креативное пространство, где люди смогут осматривать и фотографироваться со множеством необычных пластиковых панно. В Чурапчинском Улусе найден бивень мамонта. Житель села Хатылы Семен Дорогунов рассказал, что увидел что-то белое на месте обрушения берега озера. Из любопытства при внимательном рассмотрении он разглядел бивень мамонта. Свою находку длиной в 2,5 метра и весом в 70 килограмм мужчина намерен сдать в местный музей. Отметим, что ранее на территории этого же Алааса были найдены останки древнего быка, кости которых намного превышают современных. К другим темам. Сегодня снимки делают и взрослые, и дети. И на смартфон, и на фотоаппарат. А есть и приверженцы фотосессий. Сколько в среднем стоит сегодня услуга фотографа и из чего складывается цена на съемку, расскажем в сюжете. Глянь на меня сейчас. Куда посмотреть, какую позу принять, улыбнуться или нахмурить брови. Все это Влада Обласова подсказывает во время фотосессии. Объект съемки сегодня не профессиональная модель или семейная пара, журналист. За 4 года практики фотограф из Мирного кого только не снимала. Места тоже разные. И фотостудия, и промышленные объекты. Но больше всего Влада любит домашние съемки. В родных стенах люди смотрятся естественно. Сейчас девушка занимается коммерческой фотографией, проводит творческие съемки. Самые дорогие съемки — это обычно выходят свадебные дни полные, если ты снимаешь там со сборов молодоженов и до заключения как бы праздника. Это бывает 12 часов, бывает дольше, и, соответственно, они выходят дороже всего. Там банкет и вот такие вещи. Индивидуальная фотосессия у Влады стоит от 6000 рублей. Но за дополнительную плату можно подготовить суперреквизит. Цена на съемку складывается из нескольких факторов. Трата времени, проработка идеи, привлечение ассистентов, визажистов, стилистов, водителей, наконец, на обработку фотографии. От собственного, наверное, ощущения каждого фотографа, его цены, насколько он там, может сказать, сам оценивает свою работу, как бы там сколько люди готовы за это заплатить, это все приходит, наверное, с опытом, ты там постепенно как бы можешь почувствовать, сколько ты стоишь, там сколько стоят твои услуги. Профессиональные снимки, общение, веселье, а сколько же готовы отдать за это мирнинцы? Мнения кардинально разные. Сколько бы вы отдали за фотосессию? 5 000. Почему? Ну, потому что в нашем городе примерно в эту сумму укладывается фотосессия, насколько я знаю. Ну, по-разному, какой фотограф там. Не жалко, да, хорошее фото. Вот.
сами знаете, хорошее дело хорошо оплачивается. Рублей 500, думаю. Почему? Ну, смотря какая хорошая фотография. Можно смотреть по качеству, то есть насколько хорошая. То есть чем лучше фотография, тем больше. В общем, чем качественнее фото, тем дороже. Влияет на прайс и известность фотографа. А вот если цена слишком низкая, это может говорить об опыте фотографа. Возможно, он новичок, который только набирает портфолио. Выбирайте фотографа, исходя из запросов. Не бойтесь довериться профессионалу. Одно фото – живая эмоция на долгие годы. Кристина Каширина, Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Перейдем к новостям спорта. Якутяне стали абсолютными чемпионами России по масс-рестлингу. Состязания прошли в Сахалинской области. Супертяж Сергей Фролкин из Тампонского района победил в схватке за золото самого титулованного масс-рестлера Виктора Колебабчука со счетом 2-0. А среди женщин абсолютной победительницей стала Татьяна Баишева, одолевшая Светлану Тихонову из Свердловской области с результатом 2-0. Также третье место в турнире занял Артем Ветров из Якутска. Закончим наш выпуск новостями о погоде. Циклон с Амурской области сегодня днем выйдет на южную часть республики. Вместе с ним на юге пройдут дожди, местами сильные. Кратковременные умеренные дожди, грозы ожидаются днем в центральных районах. На северо-востоке и Колыме прогнозируют местами кратковременные дожди. На западе преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. В Якутске сегодня обещают небольшой дождь. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21 градус. К этому часу это все новости. Хорошего дня!